Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэрпиров. День национального единства, который в нашей независимой стране ежегодно отмечается 27 июня с чувством благодарности за прочный мир и стабильность, для граждан Таджикистана является одной из важных исторических дат. Этот праздник – великое историческое достижение жителей страны. Он превратился в символ единства и сплоченности славного таджикского народа. Во всех регионах страны с новыми трудовыми достижениями широко, с огромной радостью и гордостью отмечают День национального единства. Тему продолжит Шахло Бердиева. Ежегодно в Таджикистане День национального единства отмечается 27 июня культурными программами, конференциями высокого уровня, массовыми гуляниями. В этот день во всех городах и районах страны проводятся культурно-развлекательные мероприятия, яркие концертные программы. На лицах людей улыбки, с огромной радостью и большим воодушевлением жители страны празднуют День национального единства. Достижение независимости и государственности, укрепление мира, стабильности и национального единства, чувство патриотизма, уважение национальных ценностей и символов государственности – все это в целом ведет нас к построению подлинно гражданского общества, устойчивому национально-экономическому прогрессу, реализации судьбоносных стратегических планов и целей. За 27 лет национального единства, мира и стабильности в результате принятых правительством страны мер и самоотверженного труда таджикского народа наша страна достигла беспрецедентных успехов и прогресса. Для жителей созданы благоприятные условия для жизни. В настоящее время таджикистанцы в условиях мира, стабильности и национального единства уверенными шагами движутся вперед к реализации своих созидательных целей. Суверенный Таджикистан имеет заслуженную репутацию среди развивающихся стран мира. Принятие, поддержка и реализация инициатив Таджикистана международным сообществом является явным признаком признания и уважения нашей страны. В настоящее время культура миротворчества и толерантности нашего народа, получившая международное признание в результате достижения национального единства, изучается научными центрами мира, а таджикский мир признан редчайшим примером прекращения вооруженного противостояния. Национальное единство – это бесценное благо для народа Таджикистана, священная ценность, символ самобытности и благочестия, гарант прочности государства и государственности, символ счастья нынешнего и будущих поколений. Крайне сложная и непредсказуемая ситуация в мире побуждает жителей страны быть более бдительными, чем когда-либо, иметь твердую волю и преданно защищать национальные и государственные интересы. Национальное единство наряду с государственной независимостью жители страны считают важным столпом государственности и основным гарантом развития и процветания Таджикистана, поэтому принимаются все необходимые меры для его дальнейшего укрепления. Упрочение национального единства, защита мира и безопасности страны для нас, таджикистанцев, являются священной и первейшей миссией во имя народа Таджикистана. Шахло Бердиева, Далер Содиков, новости. Таджики во всех уголках мира гордятся своей святой родиной, независимым и свободным Таджикистаном, и с высоким чувством патриотизма и национального самопознания оберегают, защищают и укрепляют свои культурные ценности и традиции. Таджики, проживающие и ведущие свою деятельность в разных регионах Российской Федерации, отмечали День национального единства с особым размахом и с большим воодушевлением. Таджики, проживающие на Дальнем Востоке Российской Федерации, наряду со своей деятельностью занимаются популяризацией культуры и цивилизации таджикского народа и достижением периода государственной независимости Республики Таджикистан. Участники мероприятия, посвященного Дню национального единства, отметили о главной роли лидера нации президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в деле обеспечения и укрепления мира, стабильности и национального единства. Участникам мероприятия представили подробную информацию о достижениях Таджикистана за годы независимости, о внутренней и внешней политике и глобальных инициативах президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в сфере воды, изменения климата и сохранения ледников.
В вузах Дальнего Востока Российской Федерации обучается более 500 таджикских студентов. Здесь они осваивают профессии, востребованные в условиях рыночной экономики и необходимые для нашей страны. Члены общества таджиков Дальнего Востока ведут активную деятельность и в течение последних нескольких лет планомерно проводят встречи в честь национальных и государственных праздников, достижений культуры и народных ремесел. Национальное единство – это гарант прочности нашего государства. Я, как дочь своего народа, хочу отметить, что упрочение национального единства, защита мира, стабильности и безопасности всего таджикского народа является важнейшим фактором существования и процветания Таджикистана и его народа. Мы, таджики, проживающие за пределами нашей страны, должны показывать великую культуру таджикского народа и стараться доказать всему миру, что таджики – это мирный, трудолюбивый и толерантный народ. Очень важно, чтобы молодежь знала и уважала национальные ценности и символы государственности и с чувством патриотизма родила за мир во всем мире, стабильность и национальное единство. В этот великий праздник я хочу пожелать всему таджикскому народу успехов, прогресса и процветания. В городе Тольятти Российской Федерации также состоялось мероприятие в честь Дня национального единства. По словам ответственных лиц общества таджиков этого российского региона, наши соотечественники в основном занимаются предпринимательством. Участники мероприятия отметили, что все цели Таджикистана, составляющие высшую идею нации, основаны на мире и единстве всего таджикского народа, толерантной таджикской культуре, образовании и чести, непрерывных усилиях всех слоев общества, а главное, благодаря воле и руководству лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, стабильности и благополучию общества. Таджикистан славится лекарственными травами и растениями, обладающими целебными свойствами. По словам специалистов, фитотерапия является весьма эффективным методом профилактики и лечения различных заболеваний. А еще лекарственные растения широко используют в фармацевтической промышленной отрасли. По словам специалистов, в Таджикистане произрастает около 5000 лекарственных растений, которые можно использовать в фармацевтической промышленности. Одним из таких растений является шиповник или дикая роза. Это лекарственное растение пользуется большой популярностью среди населения. Поэтому высшее руководство страны дало указание сотрудникам Агентства лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан по расширению площадей по выращиванию шиповника. Следуя этим указаниям, площади произрастания шиповника в лесхозах страны с 2021 года до сегодняшних дней увеличен до 300 гектаров. Шиповник издавна использовался в народной медицине. Многочисленные исследования показали, что плоды шиповника обладают высокой биологической активностью и целебными свойствами. По количественному содержанию и разнообразию витаминов и полезных нутриентов они значительно превосходят другие растения. Шиповник пользовался целебной славой еще в старину. В средние века на его основе изготавливали лекарства и масла, которые ценились на уровне драгоценностей и мехов. Чаи, настои и отвары шиповника использовали для лечения желудочно-кишечных заболеваний при подагре, панкреатите, ревматизме, поражениях костей и суставов. В наше время шиповник не утратил своей актуальности, ведь шиповник – природная кладезь антиоксидантов, которые, как сегодня установлено, многочисленными исследованиями оказывают мощное противовоспалительное действие, снижают риск возникновения многих заболеваний. Благодаря витаминам А, С и Е, флавоноидам, фитостеролам, незаменимым жирным кислотам и прочим полезным микронутриентам, содержащимся в составе растения, шиповник препятствует развитию таких возрастных болезней, как сердечно-сосудистые, артериальная гипертензия, диабет, артроз, артрит и рак. Шиповник является ценной лесоплодовой культурой. Он является пищевым, лечебным и техническим растением. Используется с древних времен плоды шиповника, семена шиповника, но также ценятся и его лепестки, листья, корни, побеги. Поэтому он всегда играл важнейшую роль как ценнейшее растение и поддерживался всегда населением
пользовался большой любовью. В лесном хозяйстве он играет важнейшую. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.